Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Сирии новые жертвы среди мирных граждан. В основном это женщины и дети. Как утверждают правозащитники, Алеппо бомбят сирийские ВВС. Они сбрасывают бочковые бомбы, которые называют варварскими. Самая большая свалка в Таджикистане стала кормилицей для неимущих, но власти страны надеются, что сотни тысяч тонн отходов могут заинтересовать иностранных инвесторов и прокормить уже целую страну. В 2015 году у нас был построен цех по переработке и демеркуризации энергосберегающих ламп. Сегодня мы ожидаем прибытия специалиста, который обучит наших работников. Россия начала внезапную проверку боеготовности армии и флота. Путин решил, никого не предупреждая, узнать, как быстро его многочисленные солдаты могут перейти в режим боевой готовности. Свою озабоченность уже выразили Грузия и страны НАТО. Бюрократ, имей в виду, шаурму не дам, беду! Одесситы встали на защиту шаурмы. Жители украинского города устроили марш в поддержку турецкого фастфуда, который хотят запретить местные власти. Я не согласен. Я вообще из Израиля. Я привез сюда технология Израиль. У меня шаурма приготовится точно так, как Израиль, по технологии. Пригороды Алеппо подверглись новому авиаудару. Как сообщает международная организация Syrian Observatory of Human Rights, на район Баб-аль-Найраб были сброшены 2 бочковые бомбы. Как известно, это бочки, начиненные взрывчаткой, которые уничтожают не столько позиции боевиков, сколько наносят огромные разрушения в жилых кварталах и убивают гражданское население. Это видео распространяет агентство Рейтер. Вы видите, как спасатели вытаскивают из-под завалов тела погибших. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, среди погибших в основном женщины и дети, и их количество будет расти. Спасатели продолжают поиски погибших и раненых, которые остаются под завалами. Amnesty International и местные правозащитники заявляют, что авиаудар бочковыми бомбами, как правило, наносят сирийские ВВС армии Асада. Бомбежки происходят в тот момент, когда ООН призвала все воюющие стороны установить 48-часовые паузы, чтобы в город был доставлен гуманитарный конвой. Речь идет о 2 миллионах жителях Алеппо, которые ежедневно подвергаются артиллерийским и авиаатакам и которые катастрофически нуждаются в гуманитарной помощи. Предложение ООН о еженедельном перемирии поддержали и в Белом доме. Его представитель Джош Эрнест заявил, что администрация США рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Россией. Соединенные Штаты поддерживают усилия ООН объединить все стороны вокруг этого соглашения, с помощью которого жители Алеппо смогут получить гуманитарную помощь, в которой они так сильно нуждаются. Мы призываем Россию и другие страны прийти к конструктивному взаимодействию в этом процессе. О новом уровне отношений между США и Россией по борьбе против террористов планируют говорить госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главы внешнеполитических ведомств встретились в Женеве. Вашингтон и Москва сообщают, что главная тема переговоров – достижение окончательных договоренностей о координации военных действий в Сирии, где США поддерживают вооруженную оппозицию, а Россия – режим президента Башара Асада. В Бишкеке в преддверии саммита СНГ высохшие елки перекрасили в зеленый цвет. Местные власти это сделали за одну ночь. Правда, краски хватило только на одну сторону деревьев, другая так и осталась серой. Как наводили марафет в кыргызской столице к приезду высоких гостей, в репортаже Джибек Бегалиевой. То, что елки внезапно позеленели за одну ночь, первыми заметили местные жители. Еще больше удивило проезжающих водителей то, что посвежели деревья только с одной стороны. Задняя часть елок, которую с дороги не видно, так и осталась серой. Двухцветным туям зато совсем не удивляются местные рабочие. Траву вокруг них он укосил, убрал. Чем-то опрыскивает, говорит, витамины какие-то брызгает. Может, из-за этого они неожиданно позеленели за ночь. Растения на их глазах покрасил человек со спреем. Распылил всю краску, а когда она у него закончилась, уехал. Приедет ли он еле докрашивать, отделочники не спрашивали. У них самих работы непочатый край. Мемориальный комплекс «Атабиит», скорее всего, посетят участники предстоящих в Бишкеке саммитов СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Туи, видимо, красили тоже к этим мероприятиям. Но, впрочем, стоит совсем немного отойти от маршрута, по которому будет пролегать путь высоких гостей, как перед вами предстанет вот такое зрелище.
Елки здесь совсем высохли, и тратить краску на них, видимо, уже не будут. Облагораживают местные власти только то, что могут увидеть иностранные гости. Так, на главной правительственной трассе по заказу мэрии полностью выкрасили все дома вместе с окнами. В подготовке к саммиту для бишкекчан приятных моментов было все же больше. Муниципальные власти поработали над внешним видом многих зданий в центре, отремонтировали дороги и даже установили на подъезде к городу шумоизоляционные заборы, которые на деле оказались обычным металлическим ограждением, без пешеходных переходов. Джипек Бегалиева, Бексултан Абубакирулу, Алишер Муталипов. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Самая большая свалка в Таджикистане, занимающая площадь в 20 гектаров, стала источником доходов для бедных слоев населения и планов на будущее для чиновников. На свалке за 40 лет ее существования скопились сотни тысяч тонн отходов, которые никогда не перерабатывались. И для промышленности это настоящий клондайк. Чем занимаются на свалке неимущие, кто живет по соседству и какие перспективы видят руководители свалки? В репортаже Анушервона Арипова. Я прихожу сюда иногда в 9 утра, иногда в 11 часов. Сколько зарабатываете за день? Я не знаю. Примерно. 400. Десятки неимущих жителей столицы и пригородов ежедневно приходят на эту свалку собирать пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и металлолом. Люди бедны и не хотят, чтобы видели их лица. За кадром говорят, что пластик и целлофан сдают в пункты приема за небольшую плату и используют как топливо для домашних печей вместо дров. Работа тяжелая и грязная. Пластик нужно вытаскивать и чистить от пищевых отходов. Между сборщиками нешуточная конкуренция. Каждый заезжающий на свалку самосвал сразу окружают люди, которые ждут, когда он вывалит свое содержимое. По словам работников свалки, людей выгонять отсюда бесполезно. Все равно приходят, несмотря на то, что их предупреждают о болезнях и антисанитарии, о возможности провалиться в горящую яму, дыме, представляющем угрозу здоровью. Не меньшую угрозу для людей, собирающих пластик, представляют медицинские отходы и ртутные лампы. Население продолжает выбрасывать сотни лампочек с обычным мусором. Власти пробовали в городе ввести правила по раздельному выбросу мусора для населения, но большая часть жителей упорно не хочет распределять свои отходы. В 2015 году у нас был построен цех по переработке и демеркуризации энергосберегающих ламп. Сегодня мы ожидаем прибытия специалиста, который обучит наших работников. По словам сотрудников свалки, организации сдают мусор на переработку централизованно, и он хранится отдельно. Здесь построили завод, но пока нет специалиста, который будет заниматься демеркуризацией ламп. Медицинские отходы уничтожаются в специальной печи. Мы считаем, что вот в будущем мы должны прийти как раз к тому, чтобы сначала сортировать мусор, потом уже его, то есть в процессе сбора сортировать, а потом уже вывозить его туда, куда следует. Всего в паре сотен метров от свалки несколько жилых поселков, и на другом от мусорных куч склоне холма пасется скот местных жителей. По словам экологов, явной угрозы для людей и животных нет. Не было ни одного случая инфекционных заболеваний. Место удачное. Здесь нет грунтовых вод, и распространения болезней можно не опасаться. Но такое соседство нежелательно. Также у нас есть специальная мойка. При въезде самосвала обрабатывается 5% раствором хлора. Есть и очистные сооружения, отстойники для дождевой воды. 40 лет на эту свалку свозят мусор со всей столицы, и она послужит еще около десятка лет. Сегодня в сутки здесь сбрасывают до 700 тонн бытовых отходов. По словам экспертов, в советское время никто не занимался переработкой мусора, и это настоящее сокровище для будущих перерабатывающих предприятий. Свалкой уже заинтересовались иностранные инвесторы. Сейчас проводятся тендеры на ремонт дороги к свалке, протяженность которой составит более 4 километров. В планах переговоры с иранской компанией о строительстве предприятия на сумму $900 миллионов по сжиганию мусора и выработке из него электроэнергии. Мы еще до конца года планируем построить металлическое ограждение. В руководстве говорят, что также можно построить крупное предприятие по вторичной переработке пластика, извлечению редкоземельных элементов из электроники, изготовлению органических удобрений и ям по добыче метана. По их словам, главное сегодня найти потенциальных инвесторов для всех этих проектов. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Россия начала внезапную проверку боеготовности армии и флота. Путин решил, никого не предупреждая, узнать, как быстро его многочисленные солдаты могут перейти в режим боевой готовности. Свою озабоченность уже выразили Грузия и страны НАТО.
не дам, беду! Одесситы встали на защиту шаурмы. Жители украинского города устроили марш в поддержку турецкого фастфуда, который хотят запретить местные власти. Я не согласен. Я вообще из Израиля, я привез сюда вот технология Израиль. У меня шаурма приготовится точно так, как Израиль, по технологии. В России началась внезапная проверка боеготовности. Она станет самой масштабной за 1,5 года и продлится с 25 по 31 августа. В боевую готовность приведены Черноморский, Каспийский и Северный флоты, а также ракетные, артиллерийские и танковые части. Основные действия проходят на юго-западном стратегическом направлении. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, цель внезапной проверки – оценить способность российских вооруженных сил перейти по приказу в режим полной боевой готовности. Неожиданная проверка боеготовности российской армии и флота вызвала недовольство и протесты со стороны Грузии, поскольку учения проходят непосредственно у ее границ и стран НАТО. Подобные проверки проходят без предварительного оповещения и, по мнению Пентагона, способствуют напряжению ситуации у западных границ России. В Пентагоне утверждают, что ранее Россия использовала военные учения, чтобы скрыть развертывание вооружений на Украине. Данная проверка может усугубить ситуацию, поскольку Россия является непосредственным участником военного конфликта на Украине. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала Путина крестным отцом радикального национализма. Об этом она заявила, выступая на предвыборном митинге в Неваде. Главной темой выступления Хиллари Клинтон стал расизм и опасность прихода к власти ультраправых сил. И эта опасность исходит, по ее мнению, от ее противника Дональда Трампа, которого поддерживают сторонники радикального национализма. В частности, недавно избранный глава избирательного штаба Трампа Стивен Беннон, его новостной сайт Breitbart стал площадкой для радикального онлайн-движения, и бывший лидер ультраправой британской партии ЮКИП Найджел Фарадж. И это тот человек, которого Дональд Трамп хочет видеть рядом с собой, когда он обращается к американским избирателям. А крестным отцом этого мирового бренда радикального национализма является президент России Владимир Путин. В ответ Дональд Трамп заявил, что расизм остается единственным аргументом демократов, когда они терпят неудачу. По данным последних опросов, за Клинтон готовы проголосовать 51% американских граждан, а за Трампа – 41%. Тем временем в предвыборном штабе Дональда Трампа скандальные отставки. Свой пост покинул глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Это произошло после того, как в Киеве были опубликованы секретные документы о финансовых махинациях на украинских выборах в 2009 году. Как выяснилось, теперь уже бывший глава штаба Трампа получил многомиллионные выплаты из черной кассы экс-президента Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт категорически отрицал получение миллионов долларов, но, несмотря на это, Трамп отправил его в отставку. Почти 13 миллионов долларов получил Пол Манафорт из черной кассы партии регионов с ноября 2007 по октябрь 2012. Причем последняя выплата составляла 3,5 миллиона. С таким заявлением о главе предвыборного штаба Дональда Трампа выступил в пятницу депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко. Мистер Манафорт получил эти деньги из теневой кассы партии регионов, которая наполнялась коррупционным непрозрачным способом в обход уплаты налогов. Ее основным источником были коррупционные потоки, контролируемые членами партии регионов. Лещенко вместе с главным редактором газеты «Украинская правда» показали журналистам сканы листов из так называемой амбарной книги партии регионов. Документов, которые передал следователям бывший глава СБУ Виктор Трепак. Имя Манафорта эксперты Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили в этих материалах 22 раза. С 2004-го Манафорт консультировал президента Виктора Януковича. В НАБУ отмечали, прямых доказательств того, что американский политтехнолог действительно получал эти деньги, в документах нет. Лещенко призвал НАБУ допросить в США Пола Манафорта. Сам политтехнолог заявил, что, цитата, «никогда не получал ни единого нелегального платежа». В пятницу кандидат в президенты США Дональд Трамп отправил в отставку главу своего предвыборного штаба. В Одессе прошел марш в защиту шаурмы. Мэрия решила закрыть точки по продаже этого вида фастфуда. Одесситы ответили властям маршем, который так и назвали «Шаур-марш». Почему на улицах города бушуют гастрономические страсти с политическим подтекстом? Всеволод Ананьев. Бюрократ имеет в виду шаурму.
шаурму не дам, в беду! Одесские власти объявили шаурму вне закона. Их обеспокоило массовое отравление в городе Измаил. Там отравилось около 90 человек. Мэрия Одессы решила закрыть все точки по торговле фастфудом. Повод – несоблюдение предпринимателями санитарных норм. Хотели помочь малому и среднему бизнесу. Малый и средний бизнес, отдельные его представители обнаглели, пользуясь этой сегодня ситуацией, и творят, что они хотят. Под запрет попали и уличные точки, и рестораны. Это фастфуд в туристическом квартале. Ави, хозяин, заявляет, его продукция хорошего качества. Выполнять распоряжение мэрии он не собирается. Я не согласен. Я вообще из Израиля, я привез сюда вот технология Израиль. У меня шаурма приготовится точно так, как Израиль, по технологии. Одесские журналисты тоже посчитали решение мэрии абсурдным. Они вышли на акцию протеста. Назвали ее «Шаурмарш». Это авангард абсурда, но впереди, конечно, мэрия. Мы за ними. Номер 2. На марш пришли 50 людей. Виктор – завсегдатый фастфудов. Без них жизни не представляет. Придется идти в супермаркет, покупать еду, готовить ее самому. И я как повар приветствую шаурму. Отдельным пикетом выступили приверженцы национальной кухни. Они кормили прохожих варениками. Проводят аналогии с недавним маршем равенства и сторонниками традиционных семейных ценностей. Нужно показать, насколько нелепыми выглядят марши традиционалистов. В этом наша была цель. Поэтому мы решили выступить за славянскую кухню, как это было недавно, я думаю, ассоциации ясны. Гастрономические оппоненты встретились на Приморском бульваре, вступили в дискуссию. Победили любители фастфуда. Шаурма! 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 Марш не понравился одесскому градоначальнику. Сначала нужно прийти и поговорить с его столом, потом устраивать марш. А вы политический клуб. Труханов заявил организаторам, что борется не против бизнеса, а против отравлений. Будут закрыты только точки, нарушающие санитарные нормы. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Сотни тысяч долларов в виде взяток за возможность поступить в вуз. Что ждет студентов, чьи родители купили им место в вузе? Что будет с педагогами-взяточниками? И как быть с честными студентами, которых просто выбросили с бюджетной формы обучения? Узнавала Ульяна Кондрашова. Независимое внешнее оценивание, которое с 2008-го проходят все абитуриенты Украины, оказалось вполне зависимым и подконтрольным. Генпрокуратура Украины обнародовала факты фальсификации результатов всеукраинского тестирования. Расследование ведется с нового года, когда следователи заподозрили вмешательство в электронную систему обработки данных. Завышение результатов тестирования дало незаконные преимущества для поступления сотням абитуриентов. Преимущественно детям руководителей высшего уровня, сотрудников правоохранительных органов, работников системы образования, депутатов Верховной Рады и их помощников. С 2008 года фактически купили места в вузах около 2000 человек. По данным прокуратуры, подделкой результатов занималась целая группа лиц под руководством тогдашнего директора Центра независимого оценивания качества образования. Из работников Центра обвинения предъявлены 5, 3 из них давно уволились из Центра. 1 человек под домашним арестом, другой, заместитель директора, пока только обвиняется, от работы не отстранен. Никаких документов для отстранения прокуратура нам не предоставила. На столе у нынешнего директора Центра несколько томов с доказательствами того, как подделывались результаты. И это только за один 2014 год. Нужным абитуриентам, говорит Вадим Карандей, дорисовывали от 4 до 90 баллов. Имен здесь не раскрывают, а вот в Генпрокуратуре сначала обнародовали списки фальсификаторов и пострадавших, а потом передумали и их удалили. Но документы попали в интернет. В списке пострадавших нашел себя и студент Марк. Из-за фальсификации он смог пройти только на платную форму обучения. Да, немного говорит обида, но за то, что я это узнал, конечно, только через 2 года. По данным прокуратуры, мое место занял мой одногруппник Ярцев Кирилл Владиславович, сын депутата от БЮТ райрады Соломенского района Владислава Ярцева. С Кириллом Ярцевым, который по версии Генпрокуратуры занял бюджетное место Марка, мы связались по телефону. Ну, что тут удивляться, как бы. Есть мы те, которые могут и которые себе позволяют. А есть все остальные, которые, ну, скажем так, отсеиваются. По теории Дарвина все. Да, я поступил на бюджет, да. Как поступил? Ну, сами подумайте, страна у нас такая. Поговорили люди с людьми. Какое отчисление? Так побухтят и забудут. Боже мой, сейчас поговорим с прессой, договоримся. Что делать с такими студентами в украинских университетах и академиях, пока думают. Также непонятно, как быть с теми, кто пострадал от фальсификаций. В Министерстве образования и науки советуют пока подождать.
Пока нет постановления суда и все это не доказано, мы не можем принимать никаких решений. Причин не доверять результатам тестирования этого года нет, заверили нас в Министерстве образования. Мол, система исправна и в ее работу никто не вмешивался. Уляна Кондрашова, Александр Бевс. Настоящее время. Киев. Резиновым мозгом Гамлета актеры из Германии играют в волейбол в Казахстане. Так начинаются репетиции Республиканского немецкого театра Алма-Аты. По мнению режиссера, подобная разминка хорошо настраивает на работу. Актеры готовят постановку в фойе Алма-Атинского дома писателей без гримерок и подсобных помещений. И так уже продолжается 10 лет. Дмитрий Беляков с подробностями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так начинается одна из репетиций Республиканского немецкого театра в Алма-Ате. Вместо волейбольного мяча – часть реквизита спектакля «Резиновый мозг Гамлета». По мнению режиссера, подобная командная разминка хорошо настраивает на работу. Актеры готовят постановку в фойе Алма-Атинского дома писателей, без гримерок и подсобных помещений. Переодеваемся вот так в полевых условиях всегда. Уже 7 лет актеры Республиканского немецкого театра, надо отметить, единственного профессионального коллектива в странах бывшего Союза, вынуждены репетировать где придется. Картинные галереи, частные подвальные помещения, иногда сцены других алматинских театров. Конечно, очень трудно без своего здания, без своей сцены. Хочется что-то свое, родное, потому что на протяжении этих 7 лет, что мы находимся без здания, ощущение бездомности все усиливается и усиливается. Тем не менее, труппа в полном сборе и в отличной форме, отмечает английский режиссер Джефф Чорч. В Алма-Ате он уже второй раз по приглашению театра и британского консульства ставит с актерами Гамлета. Конкретно для этой постановки то, что мы делаем ее в необычном месте, Доме писателей, это очень интересно, потому что я делаю что-то такое, где люди будут передвигаться вокруг площадки и будут в разном окружении, то есть я создаю дизайн постановки. Но как что-то долговременное для театра, им нужно нормальное место для работы, а это не настоящий театр. Вот это тот самый настоящий театр, который был домом немецкой труппы в Алма-Ате с 1989 года, после переезда из Темиртау. Здесь регулярно проводились спектакли, празднования Рождества. Сюда приезжали режиссеры с Европы с постановками. Вот конкретно, да, но это ужасно, конечно. Конкретно это вот эта сцена, вот она. Вот это вот, эти идут лесенки, это зрители. Вот здесь вот то, что вот разрушили, здесь было 2 этажа, здесь сидели цеха. Звукоцех, свет сидел, вот то, что по спектаклю. Это здание бывший кинотеатр, построенный еще японскими военнопленными в 1945 году. Со временем оно обветшало. Государство выделило деньги на его реконструкцию. Планировалось построить 2-й этаж и расширить театр, но деньги были украдены. Суд приговорил подрядчика и руководителя театра к тюремным срокам, а здание по сей день осталось вот в таком виде. Лидия Ган в театре со дня его основания. Она с горечью говорит о том, в какой ситуации сейчас оказались актеры труппы. Зрительный зал, вся одежда, все костюмы на сиденьях. Мы сидим с маленькими зеркалами, красимся. Потом забегаем, где у нас стоит декорация, мы там переодеваемся, одежду на декорацию уложим, бывает спотыкаемся, бывает что-то рвем там, некогда, и на сцену выходим. Со сцены все красиво, а зайти за кулисы это страшно просто. До конца года немецкий театр будет обретать в Доме писателей, а по окончанию аренды им вновь придется искать помещение для работы. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы прощаемся с вами до следующей недели и желаем вам приятных выходных. Всего доброго.